Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 22 мая 23 года, 20 часов по Берлину и 21 час по городу Джохару. Друзья, приветствую вас, витаю вас. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале в YouTube Reality и на канале TikTok Аслан Арцуев. Пишите ваши комментарии, друзья, ставьте лайки. Уважаемый Владимир Владимирович. Ставьте лайки и распространяйте ссылку на наш стрим. Ну все как обычно. Валейкум ассалам, далузи, львени, видевицы. Андро Хетерелли, салам алейкум from Georgia. Валейкум салам, камерджоба генацвале. Леди, доброго времени суток. Сюрдик хурмаси хайор, сюрдик далюзиль, леди машоиль. Так, что я тут сделал? Так. Моменто море. Так, комментарии буду читать отсюда. Валейкум ассалам, задик, машвойль, Эдам Шавига машвойль. Друзья, как обычно, пока мы собираемся, я зачитаю сообщение от Генерального штаба Вооруженных сил Украины по потерям русских оккупантов на сегодняшнее число, на 22 мая 2023 года, с 24 февраля 2022 года. За прошедшие сутки уничтожено 720 оккупантов. Итого их цифра достигла 203 880 человек. 2 танка, итого 3785, 9 боевых бронированных машин, 20 артиллерийских систем, 1 РСЗО уничтожена, сбит 1 самолет, итого их цифра достигла 309 самолетов и 294 вертолета, 0 за прошедшие сутки, 8 БПЛА уничтожено, 14 автомобильных техники и цистерны уничтожено и 2 спецтехники. С чем я вас всех, друзья, поздравляю. Слава Украине, слава ЗСУ, слава всем добровольцам, которые защищают свободную Украину. Эдам Шамиль Шавига Машволю, алейкум ассалам, друзья, приветствую вас. Итак, сегодняшний свой стрим я назвал «Мясные атаки русских ценою в 100 тысяч человек за маленький Бахмут». Как мы все знаем, или кто не знает, сообщаю, за Бахмут это 70-80 тысяч населения город. Это небольшой город, который русские для того, чтобы показать, что они очень доблестные воины, или просто, я считаю, для того, чтобы выиграть время, отвлечь внимание от тех спецмероприятий, которые проводят русские террористы в Киеве, в мире вообще в целом, чтобы Путин имел какое-то время подготовиться, там где-то как-то с Патрушевым что-то как-то предпринять для того, чтобы спасти свое плачевное положение. Был вот брошен в огонь, уничтожен, стерт с лица земли город Бахмут. Там, по данным, которые приводит президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, Россия потеряла 100 тысяч, более 100 тысяч своих войск. Это невосполнимые потери. Это не говоря уже о технике и всего остального. Просто задумайтесь. Маленький городишко. До этого под Салехардом они там такие нам рассказывали, как они Салехард, по-моему, нет. Короче, маленький городишко, 12 тысяч человек. Помните, да, как рассказывали? Точно то же самое сейчас происходит вот под Бахмутом. Уже 9-10 месяцев, почти с начала войны,
идет попытка захвата Бахмута, но ничего у них не получалось до сих пор. Бои до сих пор продолжаются. Под Бахмутом в этих боях принимают участие почти все чеченские подразделения, которые там присутствуют. Их 5, которые так более-менее известны. В основном очень много неизвестных, которые тоже несут огромную долю этой войны на своих плечах. И сейчас вот после 100 тысяч никакой перспективы, никакой там важности захват Бахмута, вернее руин Бахмута не представляет для России. Но вот можно показать, что они что-то там могут еще и так далее. Украина и ее друзья-союзники повели себя очень грамотно. Столько, во-первых, подняли цену этому Бахмуту, сказав, что мы будем защищать, что мы должны держаться. И тем самым спровоцировав русских, чтобы они вновь и вновь штурмовали Бахмут, доказать, что они что-то могут, но в итоге потерять более 100 тысяч своих солдат, своих вот этих наемников, мобилизованных, зэков, вот весь сброд, который они со всей России собрали. Ну, это просто гениально с точки зрения того, что сделали украинцы, и это очень плачевно, и будет разбирать еще историки, юристы, правозащитники тех событий, которые произошли на наших глазах. Под маленьким 70-80 тысячным городком было уложено 100 тысяч российской армии. Людей 100 тысяч. Представьте, это просто невероятно. Это происходит сегодня. Но это только начало, друзья. Россия готовится к еще большему сопротивлению. И ее будут демилитаризировать потихонечку, как это сейчас и происходило под Бахмутом. И Бахмут, и те территории, которые единственное, что нельзя будет восстановить, это человеческие жизни и здоровье, которое теряется на этой войне. А так и Бахмут, и все другие города будут восстановлены за счет налогоплательщиков России. В этом я нисколько не сомневаюсь. Да, Угледар, а еще был Солидар. Спасибо. Спасибо, Измаил. И все, Леонид, Хамер, все вас, друзья, приветствую. Ва алейкум ассалам, шавик машвой. Основные это хорошие новости. Героям слава, приходит конец. Героям слава. Вот запятая, приходит конец Российской Федерации. Все, как ты говорил, Аслан, все будет чкере. Дал мула, Адам, дал мула. Да, Над, спасибо большое. Солидар, конечно же, солидар. Я поэтому отдельно даже видеоролик делал. Ну и писал много об этом. Ну и так далее. Вот такие вот дела происходят. Одновременно с этим, пока террористы из банды российских вооруженных формирований рапортовали о взятии развалин Бахмута, русские из добровольческого корпуса и из какой-то русской армии, по-моему, я их путаю, зашли на территорию России, Белгородской области. Это те русские, которые воюют на нашей свободной стороне, на стороне света. Эти русские вошли на территорию Белгородской области, захватили 2 населенных пункта. В 2 населенных пунктах, на небольших там деревушках, вот в этой части Белгородской области введена контртеррористическая операция, как они это делали на Северном Кавказе, в частности в Чеченской Республике Ичкерия. Да, я видел, зашли, говорят, и танки, и другая тяжелая бронетехника. Это все русские, это все россияне, которые туда заходят. И они очень серьезно настроены. И вот та первая вылазка, которая была тоже в Брянщине, по-моему, она в Орловщине,
она, по-моему, была всего лишь репетицией, и сейчас, по-моему, разворачиваются очень серьезные события. И будем посмотреть, насколько эти события дальше получат развитие. Конечно же, нет ни малейшего сомнения, что буферная зона 10 километров, о которой говорят украинцы, что они освободят свою территорию, и еще 10 километров буферная зона у них будет между Россией и Украиной. Речь пока идет об этом. Я полагаю, что как и с передачей оружия, которое поставляется Западом Украине, то там только джавелины, никакой артиллерии, никакой бронетехники, никаких самолетов. Все это потихонечку прибавляется. Террористический режим КГБ, ФСБ, ГРУ подогревается на медленном огне. И так будет продолжаться, по всей видимости, как сказал Джо Байден, наверное, лет 5 это все будет продолжаться, к большому сожалению. Может быть быстрее, будем надеяться, что это будет быстрее. Но в любом случае ситуация приобрела неотвратимый характер, и Россия потерпит колоссальное, сокрушительное поражение и будет полностью восстанавливать весь вред, который она причинила. Как Украине, так Грузии, Сирии и Чеченской Республике Ичкерия. Ну и всем другим, кому она причинила этот вред. Давайте почитаю ваши комментарии, друзья. Смотрю, мне в ТикТок пишут. Так, нам снова заходят 15-рублевые. Так. Аслан, тебе очень идет борода. Отпускай борода и welcome наш клуб. Хорошо. А что у вас, Джонс энд Джонс? Что у вас за клуб такой? Что вот вы бородата-то принимаете туда? Ну, и вообще хотелось бы знать, какой мне будет с этого профицит, да, отпустить бороду. И что? Я в вашем клубе, и что, да? Так. Маршал, Дели, Сала Маршал, Хуэль. Так, давайте я вам тогда еще немножко почитаю сообщения из Facebook, да, раз вы пока раскачиваетесь потихонечку. Тебе нужна борода. И что будет, Денис? Борода, и что будет? Дальше вот. Вы на этом просто борода, если борода ради бороды. Он же президент Америки, ему без борода. Значит, нужно иметь иман, борода ничего не значит без имана. Абсолютно верно все временно. Но мне не говорят иметь иман, мне говорят иметь борода. Хорошо, да. И еще для чего она мне нужна? И все просто. Вот, смотрите, наши парни, белгородчики. Никогда не думал, что русских назову нашими парнями, но честное слово. Ну там не только русские, конечно, я уверен, украинцы. Но эти парни очень серьезно укомплектованы, экипированы. И так нагло идут, просто мне это нравится, да. Так. Похож на армянист Топра Уилл. Так, понятно. Аслан, ты против исламского государства. А ты что, за террористическую организацию исламское государство? Я не понял. Я против терроризма в любом его проявлении. Дай Аллах им силы. Да, все верно, все временно. Дай Аллах сил. Мы не должны позволить НАТО ресурсы наши захватить, говорит. Не делайте из ребенка кумира. Когда он вырастет, то потребует жертв. Пьер Буаст. Это так я.
Так. Даулятуль Ислам мне пишет. Ну, я не понимаю, друзья. Вот вы мне пишете про Даулятуль Ислам, там, про исламское государство. Вы прекрасно знаете, что это террористическая организация, которая убивала мусульман из разных других групп, которые были. И если вы не провокаторы, которые, как мы знаем, в российской системе есть люди, которые у нас в Чеченской Республике Ичкерия во время аннексированы. Здесь просто перевод, табличка меняется. Белгород заменена на Билгород по-украински, вот буква И, вот это, и Билгород пишется. Поэтому я хочу понять, если вы какие-то там террористы, поддерживающих террористов из террористической организации ИГИЛ, то почему вы это делаете анонимно? Вы же должны быть воинами быть, открытые лица у вас должны быть, вы должны заявить об этом. Но так как вы это делаете анонимно, я подозреваю, что вы менты, которые сидят и пишут мне комментарии там в Чеченской Республике, чтобы меня как-то дискредитировать и отвлекать от темы. Но у вас не получится. Только когда я сам пожелаю обратить на вас внимание, я буду на вас обращать внимание. Так. 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 А ты за что, чтобы в Чечне было НАТО, а НАТО хочет устроить гей-парад, говорит Нохчо. Ну, Нохчо, я уверен, сейчас я посмотрю на твой канал. Ага, дудаевскую фотографию приклеил, короче. Волк у него там и так далее. Зачем ты волка повесил? Типа ты хочешь сказать, что ты не игиловец. И ты хочешь сказать, что НАТО это разные парады там и так далее, да? НАТО это военный блок. Ты не поверишь, это вообще не организатор никаких парадов. И это наша безопасность. Ну ладно, вот вы зашли и все. И вот одна и та же. Говорят, халифат расширяется в Африке. Это очень хорошая это новость, Адам. Это супер новость. Все срочно в Африку. Все срочно. Без вашего расширения там дело не обойдется. Заберите всех ментов. Ментов, которые мне вот эти комментарии здесь пишут про халифат, про там ИГИЛ там и так далее. Всех ментов тоже заберите. Так. Слава настоящим чеченцам. Героям слава. Наше оружие, наш иман и помощь Аллаха. Да, это наше оружие, это, конечно же, наше оружие, бесспорно. Единственное, знаешь, одна проблема все временно. Чтобы это не было нашим единственным оружием, понимаешь? Потому что если мы будем только на иман наш надеяться, то может прилететь дрон и оставить нас только тапочки от нас. Поэтому нужно еще действовать не только иманом, но и головой. Хотя это одно другому не мешает, в принципе, да. Так, ну давайте почитаем в Ютубе. Я думал, все русские одинаковые, все поддерживают Путина, все поддерживают террористическую эту систему. Оказывается, есть мужчины среди русских, зашли и взяли 2 района. Слава свободному народу. Да, да, совершенно верно. Приятно удивлен, конечно. Они готовились к этому. Я наблюдал. Единственное, у меня есть вопрос и ко всем русским
на нашей стороне они, не на нашей стороне они. Имеет ли право Чеченская Республика на свою свободу и независимость по их точке зрения, с их точки зрения? И нужно ли привлекать к ответственности всех преступников, одиозных политических и военные силы фашистской России, которые совершили ужасные, страшные преступления против чеченского народа и государства? Если эти ребята отвечают на этот вопрос так, как мы это видим, то у нас нет никаких проблем. Но даже если они лично подвесят Путина за ребро, или там расстреляют его, как когда-то коммунисты или большевики расстреляли Николая вместе со своей семьей, я лично не буду верить таким русским, если они мне будут отказывать в моем праве. А именно так и произошло. В 18 году, когда большевики пришли к власти, они расстреляли, как мы знаем, и женщин, и детей царской семьи, малолетних, несовершеннолетних детей, точнее. И нам, чеченцам, рассказывали, представьте, эта новая власть, она наказала царя и его всю семью за то, что они творили над нами. Бесспорно, их наказал Бог за то, что они творили над всеми народами, которыми они творили злодеяния под руководством монарха Николая. Но при всем при этом ничем лучше пришедшие на место Николая не были. Поэтому этот момент мы тоже должны учитывать. И хоть и мы называем их своими, потому что они из ЗСУ, только лишь поэтому они свои, мы должны быть очень разборчивы в этих людях и быть требовательны, потому что геноцид над нами все-таки совершен. И это не выдумка каких-то там отдельных людей и так далее. Это стопроцентный юридический факт, на который имеет очень весомое, многотомное подтверждение. Поэтому как-то так. А так, конечно же, было бы хорошо, если бы такие русские появились, и которые не отказывали бы нам в праве, в таком же, в который они сейчас борются и гибнут, защищая права себя, своего народа, в том числе русского народа они защищают. Ну, посмотрим. Ассаламу. Чего они добились, взяв эти два района, говорит Феникс? Они добились колоссальной информационной бомбы просто, которая разорвалась. Да, и Бахмут, за который положили 100 тысяч, ничего не стоит, понимаете? Теперь вот эти две деревни, которые захватили вот эти россияне, которые сейчас зашли в Белгородскую область, могут еще на 9 месяцев закрепиться, подвозить провиант, оружие и так далее, людей, и еще 100 тысяч уже в Белгородской области положить, разрушая уже не украинский городишко, а российские уже деревни или городишки. Ну, так что все только начинается. Ничего лучше для России не будет. Вот эти пессимисты, которые сидят и надеются, что все там будет плохо у Украины, или оптимисты, которые сидят и надеются, что будет плохо у Украины, у них все будет хорошо. Можете просто не рассчитывать на это. Абсолютно. Все, конец. Закончилась ваша глава. У меня сомнения по этим ДРГ. Почему это не спланировано штабом ЗСУ? Скорее, это спецоперация ФСБ. А почему не спланировано? Разве это не спланировано штабом ЗСУ? Я этого не знаю, друзья. Конечно же, все должно быть в подчинении Залужному и президенту Зеленскому. Конечно же, это должно быть строго координироваться. Мы все это, чеченцы, проходили и абсолютно не имеем желания снова и снова наблюдать, как, побеждая в честном бою, проигрывать в их лжи, их манипуляциях и так далее, их спецслужбам. Не имеем вообще больше желания и не позволим этому случиться. Думаете, что они так? Соболял? Мічавар. Так, ассаламу алейкум ассалам, Бамут, Машуэль, Ирина, витаю всех вильных людей. Я вас, Ирина, витаю. У меня так, думаете, что они будут относиться к Кавказу лучше, чем нынешняя власть? Они такие же имперцы. Еще вопрос, не будут ли они еще хуже?
Вот об этом я как раз и говорил, Феникс. Поэтому это очень важный момент. Но для нас, для чеченцев, не имеет значения, какая там будет власть. Мы и так выйдем из состава фашистской России, новой Российской Республики, как они ее там собираются, или это будет Русская Народная Республика, не важно как. Для нас это инородное чужое государство, враждебное государство до сих пор, и, наверное, еще многие десятилетия так будет. Так. Саламашал, Дума, Саргаделер, Саламашул, Асламбек, всем шалом, привет. Повторе посмотрю, договорились. Украинцы же не открестились от них, сказали, что ничего не знают об этом. Ну, то, что сейчас говорят украинцы, например, что говорят там вооруженные силы Украины, там ГУР Украины, там СБУ Украины, сейчас мы должны к этому относиться так, как к тому, что говорят во время войны. Мы должны понимать, что есть свои какие-то моменты. Никакой откровенной лжи, там, откровенной дезинформации, такой тотальной к своему населению со стороны Украины мы не видели. А хитрости, военные хитрости, которые применяются, они, конечно же, имеют место и будут, наверное, иметь. Поэтому мы должны с этим с пониманием относиться. Украинцы же открестились, они сказали, что ничего не знают. Так, героем стал Аслан Арцуев. Какой шанс победы Пригожина на выборах президента РФ? Николас, знаете, в чем проблема? Проблема в том, что выборы в России не существуют, выборов не существует. Если же на самом деле проводить честные выборы, я вас уверяю, вот просто нечестные выборы не в смысле придут и закинут бюллетень люди, когда днем и ночью идет вот эта пропаганда, а когда вот честные, они когда вот уйдет эта черная вот эта такая махровая пропаганда, прекратит существование, там, например, будет уничтожен, например, Останкино, месяц, два, три российский народ прибудет в спокойном состоянии. И если тогда дать проголосовать, я уверен, что ни одного ФСБшника бы не проголосовали бы, ни одного олигарха бы про него не проголосовали бы. Если бы все было бы по чесноку, как говорится. А так, Пригожина назначить президентом, закрутить вот эту пропагандистскую машину, всем объяснить, что без Пригожина нельзя, то шансы у любого из них стопроцентные. Понимаете? У любого. Там, я не знаю, Кадырова можете посадить, то же самое. Да, будут визжать там разные ура-патриоты, но их сейчас будут расстреливать. Вот сейчас те ура-патриоты, которые начинали эту войну, они первые пойдут под нож. Потому что у него друзья погибли, там, они там обижены, они мотивированы в какой-то степени. И они будут первые под расстрел, они пойдут. Их будут зачищать. Но могут сперва их руками начать сперва зачищать тех, кто хотел бы договориться с Западом, а потом и тех, и тех. Короче говоря, там у них такая будет система. Поэтому таких выборов, как в понимании выбора, да, от слова же выбор идет, поэтому в таком понимании выборов там нет никаких. Там есть машина, которая, вот если вам, россиянам, объяснят, что если сейчас не проголосовать за Пригожина, то могут возникнуть проблемы, все пойдут голосовать за Пригожина. И так далее. Вот как будет там развиваться система. Как-то так. Да. Российское телевидение не формулирует общественное мнение, оно просто выполняет общественный заказ. Не совсем так, я не соглашусь с этим, Кампан. Я считаю, что общественное мнение определенной степени уже сформулировано. И сейчас, когда уже русские политизированы, определенное время русских не политизировали. Наоборот, политика это грязное дело, не лезьте, это там наверху разберутся. Вот такая была позиция. И все, кто занимался политиками, это были какие-то там неформалы. А потом, когда началась война, особенно когда там вот это широкомасштабная началась, после захвата Крыма, когда начали рассказывать,
чей Крым, как он попал в Украину, как его там Хрущев передавал или не передавал, там, ну и так, ну все это вы знаете без меня. Вот тогда вот эти процессы, когда пошли, российское общество политизировали сами, хотя долгое время они отнекивали его, отталкивали его от политики. И сейчас, когда оно уже политизировано, то может казаться, что это общественный заказ. Но согласитесь, что если вы уже воюете, вы уже погибаете, а вам объяснили, что это ваша земля, что Украины как государства не существует, что если вот сейчас не взять Киев, то там натовские войска подойдут, там захватят их Черноморский флот, там поставят ракеты и так далее, и так далее. И в итоге вы уже 1,5 года, 2 года находитесь в этой войне уже усиленно, так уже больше 9 лет. То и появляются такие люди, которые потеряли отца, потеряли друга, там где-то приложили усилия, и они уже втянулись в эту. У войны свои законы, это не зря так говорится. И не только непосредственно на поле боя они свои, вот вообще во всем процессе они свои. Все уже по-другому измеряется. Появляются люди, которые уже там готовы умереть уже, да, они уже их мотивируют, там, смерть их друзей, родственников, там, и так далее, и так далее. Поэтому общественный заказ сейчас, да, он существует. Но чтобы этот заказ появился, этот общественный, было сделано очень много, чтобы сформировать такую группу вот этих отщепенцев, я не знаю, кто это, отбросов общества, как их можно назвать, этих людей, которые вот стали, фактически сейчас они выдвигаются. Вот главная роль, вот Федоров есть такой, да, это путинский человек, он об этом прямо говорил, что это путинский человек. И вот он много что рассказывает, процентов, наверное, 5-10 правды из того, что он говорит, на мой взгляд. Но остальное, конечно, это такая махровая ложь и передергивание фактов. И я обратил внимание, на что чем он завлекает вот эти отбросы общества, которые вокруг него собрались. Как и вообще путинского. Вообще, вокруг Путина все отбросы общества всегда были. Они одевали дорогие костюмы, там очень богатыми становились. Но при всем они оставались дном общества. В том числе российского общества. С учетом качества этого общества. Дно общества, сами понимаете, насколько оно должно быть. Днонным обществом. И главное, чем заманивал Федоров своих вот этих люмпенов, это было то, что репрессии. Вот мы начнем. И вы не поверите, вот люди, которые там с разных городов России, они устраивали телемосты, там видеоконференции, общались на разных там своих встречах бывали, к нему в Москву приезжали, в Думу у него там собирались. На вид просто бичье, самое настоящее бичье, шариковое. Их вопросы чаще всего звучало такое: когда мы начнем репрессии? Вот начать грабить вот у этих, которые сейчас находятся у власти, и когда мы начнем вот это грабительство. Вот они мечтали об этом, что они будут новыми большевиками, которые будут казнить и миловать, ну и, конечно, обогащаться. И это такая прослойка людей в советском, в русском обществе. Она не такая большая, конечно, но ее достаточно, чтобы они выполняли все вот эти зверские, собачьи вот эти приказы по расстрелам, казням там и так далее. И неважно за что. Предал он Путина, предал он Россию, не предал, не имеет значения. Есть задача расстрелять все, раскулачить. Найти, раскулачить, расстрелять. Вот так они действуют. И так они собираются идти вот в ближайшее будущее России. Ну, если же вот какие-нибудь обстоятельства не изменят эту ситуацию. Но будем наблюдать, Дима, будем наблюдать. Асан Сотник удивился, когда ему Идигов сказал, что Закаев проект Кремля. Гай, он не удивился.
Александр Сотник, как вы заметили, не приглашает Ахмеда Закаева, и он уже давно знает ту информацию, которую с ним поделился Аят Эдигов. Давайте дальше. Так, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Достойным по привету. Ва алейкум ассалам. А я думаю, что вот этот свободный легион, русские мужики, скажем так, настоящих преступников, они нам выйдут, потому что мир изменяется в лучшую сторону, и думают, ребята, давайте накажем преступников. Адам, у тебя очень хорошие надежды на это, на все. Но аскица бойс и бекосойк. Он дел дядце цан дешахт еще. Цан дешахт багарайр долг дует. Поэтому, конечно, если будут обстоятельства, будут выдавать и наказывать, и находить мы этих преступников будем еще 50 лет, чеченцы. Будем искать, будут специальные комиссии, как израильский Моссад, который будет летать по всему миру и находить спрятавшихся где-нибудь там в Венесуэле, Уругвае или где-нибудь в Южной Африканской Республике. Оттуда, где угодно, будут находить и приводить. И приводить решение суда в исполнение. Да, мула. Поэтому работы очень много, друзья, на всю нашу жизнь. Так и строится государство. Более того, никогда это строительство государства, оно никогда не заканчивается. Это вечный процесс. Его нужно охранять, его нужно созидать, его нужно развивать, его нужно увеличивать. И это большая интересная работа, которую нам, как нации, предстоит ее делать. Я жду этого дня, да, мула. Мы сделаем это лучше. Это будет самым справедливым и с минимальной коррупцией. Коррупция будет зло, коррупция будет позор. Упавшее золото, лежащее на земле, никто не подберет, если только подобрать и отложить в сторону. Вот так это у нас будет. Или деньги, или кошелек, или еще что-то. Так будет у нас. Да, мула. Это будет высоконравственное пример для всех государств и всех народов на земле. Это будет гостеприимное, толерантное, человечное государство. Я вам гарантирую, друзья. Да, мула. Да гарантиш, да мула. Иштхираду. Маю надію, що скоро буде військово вільна Ічкерія, вільна Грузія, озброєна і натовськими стандартами України, а Україна знову скаже, що ні при чому. Любомира, вполне возможно, да. Так, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Друзья, всех вновь пришедших, зашедших, я вас приветствую. Всех благодарю за подарки, которые Руслан, все остальные, кто у меня сейчас надарил. Спасибо. Цавишун, Чечения и Грузия без России. Абсолютно верно. Как вы считаете, почему Украина признала Чеченскую республику Ичкерию? Это работа над ошибками. Рукопашный воин. Ну, знаете, у меня есть своя точка зрения по этому поводу. Во-первых, я считаю, что это работа над ошибками всего мира. Я буду честен с вами и скажу, что я думаю, что в мире не против того, а точнее из-за океана, не против того, чтобы Чеченскую республику признали. В украинской власти, в украинской там политической среде есть люди, которые как русские относятся к нам, имеются имперские русские. Это не секрет ни для кого, это мы все знаем. Также я считаю, что работа над ошибками всего мира, это не только одной Украины. И я считаю, это сделано для того, чтобы когда Украина будет платить, Украине будут платить репарации, фашистская Россия, то мы, чеченцы, как оккупированная территория, не должны платить никому. Это нам должны платить. Так же, как должны платить Украине. И это, мне кажется,
первый сигнал тому, что нас признает и США, и что мы не будем платить репарации. Хотя в Украине появляются голоса, и это, мне кажется, очень провокации без преувеличения, что чеченцы тоже будут платить. Во-первых, чеченцы, все, кто принимал участие, будут по требованию Украины немедленно выданы Украине для суда над этими людьми, кто принимает участие против Украины в войне. А чеченское государство и чеченское правительство в лице Аяда Идигова, Аллы Дудаевой, других людей, которые входят в президиум правительства. Да и вообще посмотрите чеченское общество какое. Все чеченцы за Украину. Все. Есть, которые просто молчат лишний раз, чтобы не сказать себе, беду себе не накликать. Но все чеченцы, зайдите в чат-рулетку, как там, любой в Чечне находящийся чеченец, вообще на Северном Кавказе, в фашистской России, самый лояльный, самый проукраинский народ, это чеченский народ. Потому что мы знаем, что это такое. Мы братья украинцам, а не кто-либо другой. Настоящий брат познается. И поляки, которые тоже очень много нехороших вещей в истории происходило, трагических вещей между этими народами, стали братьями. Вот, вдруг брат познается в беде. Вот, поэтому вот как-то так, Леон, как-то так. Так поздно, я имею в виду, говорит рукопашный воин. Ну, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Жизнь не заканчивается. Будем продолжать действовать. Ва алейкум ассалам. Все, кто вновь зашел, друзья. Я вас всех приветствую. Так, со мной учусь, да. Так, давайте я буду отсюда читать. Раз уже взялся, да. Так. Так. Асна, что ты сказал бы, если бы узнал бы, что еще ближайшие 20 лет Ичкерия в оккупации? Гай, я не исключаю этот вариант. Знаешь, я даже более того тебе скажу, при всем о том, что я оптимист по натуре и вообще мне не хочется сообщать печальные новости всем своим зрителям, своим единомышленникам. Но я допускаю даже, что мы находимся в середине 400-летней борьбы. Понимаешь, что еще 400 лет мы можем воевать. Я это тоже допускаю. Почему нет? Если мы смогли 400 лет воевать и не добиться конечного результата, пока существует Российская империя, то, вероятно, мы можем еще 400 лет. Я ничего не исключаю. Но для меня лично, для как человека, как для гражданина, правозащитника, не имеет значения, сколько лет для этого потребуется. Не имеет значения, знаем ли мы правду, идем ли мы к этой истине, к этой правде. Вот что важно. А Джохар Дудаев, я больше чем 400 лет даже склонен верить тому, что вот эти 20 лет, про которые ты говоришь, что вполне возможно, что, как сказал Джохар Дудаев, война, начавшаяся в 1994 году, может растянуться еще на 50 лет. Как мы понимаем, это может продлиться до 1944 года. И в таком случае как раз эти 20-21 год, от которых ты говоришь, и происходит. И Джохар, еще проблема в том, что Джохар практически никогда ни в чем не ошибся в своих прогнозах, в своих предположениях, предсказаниях. И это тоже меня смущает, я тебе скажу. Но это нисколько не меняет моего отношения к тому, что мы нация. И неважно, признают нас, оккупированы мы или нет. Важно, что мы думаем здесь и вот здесь. И все. И нам это государство нужно не ради прихоти или доказать русским, что, как говорит там Ахмед Закаев, он понял, что мы не сможем.
и мы считаем, что нет, мы докажем. Не только поэтому, хотя это тоже имеет какое-то свое определенное значение в этом деле. Важно, что это гарантии нашей безопасности. И человек, любой грамотный человек понимает себе, что паспорт гражданина Чеченской Республики Ичкерия как субъект международного права в мире, это не панацея, не стопроцентное спасение. Но если делать правильные шаги, заключить военный союз с США, войти в блок НАТО, войти в Евросоюз, обзавестись современными технологиями, оружием и так далее, у нас есть гарантии определенной степени больше, чем сейчас, находясь в полной зависимости от людоедской фашистской России, сохранить свое будущее, сохраниться самим как нации, вырастить себе ученых, вырастить себе там надежную смену, судебную систему свою, правовую систему, законодательную систему и так далее, и так далее. Поэтому это не прихоть, а просто жизненная, экзистенциальная обязанность, необходимость, да, для того, чтобы нам выжить как нации. Поэтому, 20 лет, так 20 лет, туда. Но я думаю, что максимум 5 лет это продлится. Хотя я надеюсь, что в этом году будут колоссальные изменения. Да, Алмула. Мы будем бороться и до победы, и неважно, сколько лет понадобится. Совершенно верно, Инесс. Только так мы можем победить. Так, давайте я почитаю комментарии в YouTube. Так, Зеленский не ратифицировал наше признание. Да, Зеленский не ратифицировал. Парламент проголосовал, я это знаю. Пока не спешите, все отлично, друзья. Русские не выдадут никого бесплатно. Это посмотрим. Кадыровцы – це не чеченцы, знают все украинцы, а на коллаборантов не звертайте уваги. Слава Ичкерии. Героям слава, Любомира. Совершенно верно, кадыровцы – это не чеченцы. Это россиянцы. Чеченцы, кавказские украинцы. Так, приветствуйся. Так, думаю, что РФ должна поделиться. Слишком много территории. Трудно с вами не согласиться, Джордан. Тогда Луганск, Донецк, Крым будут платить, что ли? Получается, Ичкерикант именно так это и выглядит. Оккупированные территории будут платить. Потому что, наверное, больше, чем с Донецка и Луганска, воевавших в начале против Украины, наверное, не было никого. Недолго осталось. Джахар нам все сказал, но дал понять. Да, не все сказал, но дал понять. Да. Мы будем так. Я хочу Ичкерию, но не хочу евро. Странник, что это значит? Коротко, конечно, ты это изложил свою мысль, я приблизительно понял. Ты имел в виду денежный эквивалент евро, ты не имел в виду в этом смысле? Или ты не хотел в Евросоюз войти? Знаешь, я думал над тем по поводу нашего вхождения в Евросоюз, который это большущая проблема, я тебе скажу. Нас тут никто особо не ждет, как Турция не может, которая добиться войти в Евросоюз. Там облегченный визовый режим, все это можно добиться и так далее. Но чтобы без виз и войти полностью в семью Евросоюза, в которой мы как территория, находящаяся на территории, континентально находящаяся, географически находящаяся на территории континента Европы, нам это важно, очень нужно для развития общего. Но у нас есть, на мой взгляд, одна проблема, которая могут нас не пустить. И это не только там парады какие-то там и так далее. Это то, что я за то, чтобы у каждого чеченец имел право на ношение оружия. Обязательно. Под жестким контролем там наркологов, психологов там и так далее, справки, проверки там, чтобы не какой-нибудь там
человек со слабой психикой или подверженный разным вредным привычкам получил это оружие. Но я за то, чтобы каждый чеченец, каждый мужчина и каждая женщина при желании имели оружие. Пускай оно дома хранится, пускай оно носится там только без патронов в магазине, там какие угодно условия создать, чтобы это резко самое анчагерство, но чтобы это оружие было. Возможно, если мы будем ношение запретят и только дома можем хранить оружие, то в таком случае нас примут в Евросоюз. Но если вот это, я думаю, будет небольшая проблема у нас. И поэтому с этим тоже это должны юристы, дипломаты, там, умные люди решать эту проблему. Но я думал над этим, потому что я не хочу отказываться от права чеченцев на ношение оружия. Это обязательно. Так, Мустам мне написал 8 раз, и я ни разу не прочитал его. Сейчас мы Мустам прочитаем. Мечаю тише, комментариешь. Вы имеете в виду швейцарский образ армии? Что-то наподобие, Донбассенок, что-то наподобие швейцарской армии и израильской армии. Я так это вижу. Так, он уже 8 раз писал. Сейчас посмотрим. Вот я не вижу твои комментарии. Напиши мне еще раз, пожалуйста, Мустан. Не обязательно Евросоюз, важнее в НАТО. Много стран прекрасно живут и без Евросоюза. Илона, я полностью с вами согласен. Первое, конечно же, важнее, чем экономическая, финансовая составляющая, конечно, является безопасность. Безопасность, которая может гарантировать только НАТО. Я полностью с вами согласен с этим, конечно же. В НАТО нас пустят, не пустят нас в НАТО. Заключим мы там военный союз с Америкой, как этот союз является, там военный союз является там у Израиля с Америкой. Мне не важно. Важно, чтобы нам хотя бы 100 лет, 1 век чеченцы на своей территории больше не воевали. Созидали, строили университеты, строили школы, строили заводы, фабрики, там, инновационные компании и так далее. Вот что нужно. Я хочу, чтобы Чеченская республика Ичкерия был супер, как тот же Дубай, супер притягательным офисом чеченцев. А чеченцы во всем мире, чтобы у них были паспорта, которые позволяют им перемещаться по всему миру. Мы маленький народ, очень конкурентоспособный, очень толерантный, уживчивый народ. Со всеми, если убрать вот эту разную пропаганду, которую нам русские навязывают, и необразованные люди, к сожалению, или платные люди подхватывают ее. Вот в этом направлении я так вижу Чеченскую республику, что чеченцы будут жить во всем мире и будут возвращаться в свои прекрасные горы, чтобы погостить, чтобы привезти друзей, гостей. И чтобы туризм развивался, горный туризм, там, я не знаю, лыжный туризм, там, и так далее, и так далее. Все это будет, Талмула. Так. Ночі воюють за Україну. З 2014 року наш святой обов'язок українців допомагати ночам звільнити Ічкерію. Дуже дякую, Любомира Галицкого, спасибо большое. Адыге Черкес, ассалам алейкум, даже добавить нечего. Ва алейкум ассалам, Адыге, машойло. Витаю тебя, брат. Так, ну давайте дальше. И поддерживаю иметь оружие дома. Да, Инесс, я тоже. Я хоть и правозащитник, но я считаю, что оружие оружие имеют только свободные люди. Настоящие свободные люди. Да, конечно, происходят эксцессы, но эксцессы могут происходить и по другим причинам. Тот же, например, кухонный нож является. Очень много убийств совершается. Наверное, на первом месте по бытовым убийствам считается кухонный нож в фашистской России. Его же не запрещают, правильно? Точно так же, как на кухне нужен нож, чтобы готовить каждый день. Каждый день мужчина и женщина, любой человек должен защищать свою честь,
и знать, что он может защитить, что никто его не обидит. И в крайнем случае он сможет защитить свой дом, свою семью и свою честь. Это для нас, например, для чеченцев, не знаю, как будет это через 100 лет, надеюсь, что останется так же. Для нас честь важнее жизни, это правда. И просто у нас в языке даже, когда возникает конфликт, бывает даже происходят убийства, ранения, тяжкие такие увечья, которые наносятся в пылу там каких-либо обстоятельств. Если там присутствует женщина, если присутствует оскорбление чести женщины, семьи, рода, то или там пытаются опустить человека, унизить мужчину, то в таком случае у нас говорят, что да, кровь мы можем простить, мы можем примириться, но посягательство на честь мы не прощаем. И так бывает почти всегда. Прощается даже смерть человека. Там, в зависимости от обстоятельств там, и так далее, как произошло, защита, не защита, необходимая оборона там, и так далее. Но если посягательство там, унижали человека, посягали на честь, вот это всегда говорят здесь, конечно. Это просто как я перевожу с чеченского языка. Кровь мы можем простить, а посягательство на честь нет. Поэтому это так же важно, как и жизнь человека для нас это. И так, я надеюсь, будет дальше. Это не говорит о том, что вот если кто-то оскорбил его, сразу нужно убить там и так далее. Это есть другие вещи, которые вот сейчас практикует новая российская власть во временно аннексированной Чеченской Республики Ичкерия. Так, давайте дальше. Как думаете, после обретения свободы Ичкерия должна стать демократической или есть другие варианты? Донбассенок, у нас есть демократическая, светская, правовая конституция, в соответствии с которой мы должны жить и развиваться. Другой альтернативы нет. Да, есть люди, которые утверждают, что они какой-то халифат строят. Они не знают, как он выглядит, и никто с ними, они даже по-арабски не умеют читать, чтобы строить вот наподобие арабского халифата, там, мусульманского халифата, нового халифата. И никто с ними не собирается в этом мире его строить. Но есть такие люди, которые об этом говорят. Чаще всего это очень необразованные люди, и непосредственно управляют ими российские спецслужбы. Как вы видите, в Чеченской Республике построено более 1400 мечетей. И вот эти мечети, когда вы на них посмотрите, это можно сказать просто шедевр просто искусства, строительного искусства. Как красиво, кирпич, там, цвета, архитектура, все очень красиво делается. Соответственно, тратятся колоссальные деньги на это. И это делается для того, чтобы нас, вот, чеченцев, сказать, смотрите, такие мечети нам настроили, вот еще что-то произошло. Как отказаться? Ведь миллиарды тратятся на мечети, ради Бога, они же так это преподносят. На самом деле это отделы контроля за мусульманами, отдел КГБ, это вот эти мечети, какие бы красивые они не были. И Всевышний говорит, он бы уничтожил бы все мечети, дал бы уничтожить все мечети на земле, чтобы чтобы не пролилась или не лишился жизни один невиновный человек на этой земле. Все мечети, все аляксы, все, кто там еще, Мекки, Медины и так далее, там все ценные мечети, которые есть и являются достоянием мировой архитектуры, то внесены в список ЮНЕСКО. Все эти мечети ничего не стоят по сравнению с жизнью одного невинного человека. И нам пытаются навязать вот такой образ. И очень упорно ведут эту борьбу. Сейчас немножко под корягу они заползли. Пытаются из-под коряги делать. Но открыто здесь пробовали. Вот были блогеры. Вот Тумсо Абдурахманов, Хасан Халитов, другие есть. Появляются товарищи, которые целенаправленно нас вели к этому. Сейчас, правда, у них не так хорошо идут дела, как они мечтали в начале. Но была задействована очень большая работа, и она велась не только вот этими появившимися там спикерами, но она велась на протяжении всей русско-чеченской войны.
И Ахмед Закаев, который то он демократ, то он осуждает Доку Умарова, что он отошел от наших демократических правовых принципов, там объявил Имарат Кавказ, там, это его обвинение. Сейчас объявляет опять же тот же Имарат Кавказ, ну под видом Ичкерии, сейчас уже под Горской республикой, ну Ахмед Закаев это отдельная история. Но вот этот Ахмед Закаев один из первых людей, который с черной повязкой, с арабской вязью, в платке, очень так артистично представлялся миру. И я знаю людей, которые воевали, которые дружат со мной, общаются, и не только лично знаю, есть еще много других людей, которые знают, что Ахмед Закаев не воевал нигде, никогда. Но на камерах, на видео он представлялся ярым таким человек с актерским образованием, абсолютно светских вроде бы взглядов. Никогда он так и не стал каким-то религиозным воином и так далее. Но изображал он и такие, как он, изображали там Удугов Маулади, который первый в 21 веке напал на кафиров и быстренько уехал в Турцию. Потому что ему не нужны комбайны, а ему нужно был джихад против неверных кафиров там в Дагестане. Почему-то выбрал он вот это направление. Вот такие люди нам навязывают эту историю. Это большая проблема, с которой мы столкнулись. Много сделали лжи в этом, много дезинформации против нас. Но и есть, нужно признавать, что радикальные люди в постгеноцидном чеченском обществе появляются, до сих пор имеются, но мы должны попробовать разъяснить тому, кто готов понять это, кто не готов, оставить его в покое ровно до тех пор, пока он не совершает в отношении других людей преступления. Потому что свобода слова, свобода убеждений у людей имеются, мы им не отказываем в этом праве. Но строить наше государство мы можем и имеем возможность только лишь на нашей Конституции, Чеченской Республикой, демократической, правовой Чеченской Республики. Как-то так. Так, далее посмотрим, друзья. Салам алейкум. Алейкум ассалам, Асколи. Витаю тебя, брат. Так, ЧРИ, свободное демократическое гуманитарное государство. Рашистам не удалось за 3 дня захватить Киев, потому что Зеленский раздал зброю народу. Совершенно верно. Я помню, как раздавались тогда оружие. Я помню. Так, Асан, зуд едор закон юкдакар дуйвай бовса дуата дикэс. Зуд едера кража невесты, это говорит молодой человек по имени Адам. Его друг интересуется, потому что сейчас фашистская российская власть запретила красть невест. И единственное, с чем я могу согласиться с этой фашистской властью, которая пришла к нам, красть невест – это запрет, это преступление. Девушка должна уходить, если она добровольно садится в машину и едет, она имеет право. Даже если ее родители против, она имеет право. А вот схватить человека, насильно забрать его, и потом все, тебя уже взяли, у нас такие нехорошие вещи бывают, что вот эти все родственники, они могут вас, кого угодно, вот если вы говорите, что белое это белое, и не сойдете, вот они могут вам сутками над вами стоять, что заставит вас сказать, что белое, вам самому покажется, что оно черное, если они на это будут настаивать, что до вас докоснулся мужчина, там, да, ты обязана, и фактически девушка в шоковом состоянии, вынуждена, или там кровная месть будут, сейчас они подерутся, ты должна сдать добро, там, и так далее. Это, конечно, манипуляция и обман, и я категорически против этого закона, чтобы похищать невесту. Это не должно быть. Завоюй женщину, девушку. Сделай так, чтобы она сама захотела выйти. А то, что ты как барана украл там женщину и решил вопрос, ну, ты испортил чью-то судьбу. А потом, может, тебе завтра она и надоест.
Так и, хотя много есть браков, которые сохранились, всю жизнь прожили и счастливо жили. Всякое бывает, но по закону, я думаю, я против этого. Так, давайте почитаю ваш комментарий в ТикТок, друзья. Привет с БНР. Это что у нас БНР? Белгородская Народная Республика? Слава Украине! БНР. А не будет ли недопонимания между демократической властью и слоями населения? Заблокировал, стыдно. Кого заблокировал? Заблокировал. Эгрегор. Я никого не блокировал, если я случайно только если не нажал, я не блокировал. Как вы думаете, после обретения свободы Ичкерия должна стать или есть другие варианты? Так, это было. А не будет ли недопонимания? Вот был вопрос между демократической властью и слоями населения. Между демократической властью, в любой демократической власти, конечно, всегда есть недопонимание, на то она и демократическая власть. Там есть все точки зрения, все позиции, которые только могут быть у людей. Но наша задача, задача нашей власти и нас, простых граждан, общественников, лидеров общественного мнения, объяснять людям, что мы не враги друг другу, что мы не враги мусульман, что мы сами мусульмане, что мы не против ни одной религии, ни одного человека на земле. Ну, это нужны вести просветительскую работу. Ведь десятилетия против нас Россия вела вообще беспрепятственно пропагандистскую, дезинформационную работу. Никто ей не препятствовал в этом деле, наоборот, помогали. Поэтому это большая работа. Большая работа. Будем Дион, работать над этим. Джахар Сила. Базару нет, Макс. Слава свободной Ичкерии. Героям слава, Дмитрий. Чеченцы живут в Тюмени, живут в Ставрополе. Дети спокойно ходят в школу. И что? И что? А что такого люди? А русские где живут? Везде русские живут. Тоже в школу дети ходят. Мне кажется, это естественно, нет? Мне кажется, ты удивляешься не с того, чего следовало бы. Ассаламу алейкум. Умадацу алейкум ассалам. Так. Так. Грегор несет чушь. Асланцев, вы видели ответ Армяна Кадырову? Нет, я не видел. Армана не видел. Что там за ответ? Нет, ты же орешь об оккупации, сами себе противоречите. Это ты мне говоришь? Вы не имели своего Шамиля, дагестанец, говорит. Ну, это, видишь, как упрощенно ты мыслишь. Видно сразу русский имперец, да, русский имперец. Что неудобно? Ну, напиши комментарий нормально. Как думаете, чеченцы должны сами брать власть в свои руки или ждать некой освободительной операции? Вы имеете в виду в Чеченской Республике брать власть, да? Вы это имеете в виду? Можно попробовать взять власть в руки, но вы бы посоветовали бы брать, например, власть в руки крымчанам или дончанам? Посоветовали? Не сейчас, заметьте, когда уже вот вокруг столько украинских войск и в любой момент могут прийти на помощь. Да и сейчас освободят, в принципе. Вы могли бы это посоветовать? А вот, например, вы могли бы посоветовать или предположить, что вот в Буче, которая была окружена и там устроилась резня русскими террористами,
что жители Бучи смогут взять власть в Буче в свои руки и отбиться от этой орды, которая и вокруг, и внутри их населенного пункта находились. Так вот, наша Чеченская Республика – это вся Буча. С одной лишь разницей. В Бучу приехали следователи, прогнали, русские бежали, оккупанты, и устанавливались факты, лечили раненых, психологические там поддержки оказывались, финансовые и так далее. А вы представьте, вот эта Буча, вся республика, все государство осталось после этого геноцида, и вам никто не помог. А их, вот этих жителей Бучи, обвинили в терроризме. И все с этим согласились. Представьте, вот в этом маленьком городе Буча такое же маленькое государство Ичкерия. Вот у нас в каждом населенном пункте была Буча. В каждом. Почти в каждом. И весь мир с этим согласился. О чем вы говорите? О каком восстании, о каком захвате власти мы сейчас можем говорить? Нас каждый день истребляют. Просто истребляют. Забирают на войну против Украины. Угрозами, что если не пойдет этот, заберем всех или расстреляем. А так расстреляли. Без султанов, например, Магомед был убит. Несколько месяцев в самом начале. Это получило очень такой общественный резонанс. Молодой человек, который из Бельгии вернулся в Чечню и собирался учить детей, там, тренировал их, там, учил там, арабскому, там, бельгийскому, еще чему-то. Его убили за то, что он не поехал воевать против Украины. И нет, это невозможно. И я призываю чеченцев ни в коем случае не только не воевать против вот этой оккупационной администрации, фашистской, российской. Даже свои мысли не высказывать я призываю. Почти в каждом своем стриме. Хорошо, что вы мне напомнили об этом. Я еще раз призываю. Даже своим детям не говорите, потому что грядут большие зачистки, большие репрессии. И нужно выжить чеченцам. Остаться всем сердцем и умом и разумом свободными чеченцами, но ни в коем случае не выдавать своих взглядов. Никак. Лучше молчать. Как-то нужно выжить. Если у нас будет оружие, если у нас будет признание для того, чтобы мы поднялись какой-то, да, нас должны признать все. Украинский президент должен ратифицировать то, что приняла Рада. Президент Соединенных Штатов, Сенат США, парламент Британии. Все должны нас признать. Германия должна нас признать. Нам должны помочь финансово, информационно, политически, экономически, вооружением, всем обучить. Нам нужно все. Мы больше 20 лет сдерживали эту Россию, пока выросли такие политические военные деятели, как Валерий Залужный, Зеленский Владимир и многие-многие другие, которые сейчас дают отпор этой фашистской России. Есть украинцы, которые родились вообще во время правления Путина, которые сейчас защищают свою страну Украину. И так далее, друзья. Вот так моя позиция в этом плане. Ассаламу алейкум. Давно не видел вас. Как у вас дела? Ва алейкум ассалам. Все у нас хорошо. Надеюсь, у тебя тоже ночью. Если это Легион Свободы, то это русские сами зашли в Белгород. Этот Легион Свободы поддерживает Пономарев. Я знаю, там есть Легион Свободы и армия России, что ли, Свободная армия России. Там двое есть. Есть один русский, к которому я еще пока присматриваюсь. Про такого поддерживает Пономарев. Ну, понятно, кто такой Пономарев. Но будем наблюдать. Мы, сломя голову, русских поддерживать не побежим. Пока они четко не заявят о своей позиции в отношении нас и нашего статуса в этом во всем. Потому что многие русские, которые сейчас находятся в том же, наверное, ну, может, не многие, но какие-то, может быть, русские есть, которые воевали против нас обычно
люди военной профессии, все прошли через Чечню. Кража невеста, ваш ответ я понял. И моя подруга тоже поняла, но недовольная. Подруга, вот так ты говорил, друг у тебя задает этот вопрос. Но если подруга хочет замуж, она может сесть в машину и позвонить, Хауна умеете сесть в машину и поехать. Это уже ее ответственность. А вот применять насилие я имею в виду. Анцелуша игр, да иду с Бог. Алла, пепси, мемси, цела и види. Совершеннолетний, и мекш дуйчут, гергалшный анта. Нади тиши. Алейкум ассалам, Хамзат. Машволь. Так. Есть Кадыра, сделаем так. Фото, пиши. Так. Так, друзья. Так. Мне нравится, вывеску меняют. Белгород на Белгород. Так. Что ты несешь? Какую встречу с Кадыровым? Ты что несешь? Вообще. Ты мысль вырази, как тебя там? Эгригор. Эгригор. Видеть несправедливость и молчать – это значит самому участвовать в ней. Жан-Жак Руссо. Вот оно как. Смотрите, немножко юмора вам, друзья. Саратов, Брянск, Курск, Воронеж, Белгород. Важно предотвратить наступление украинской армии. Взрывайте железнодорожные пути, нефтебазы, разбивайте дороги, сносите линии электропередач. Ни метра дороги, ни одного столба врагу. Супер. Супер просто. Она 100 тысяч раз я комментарий. Цагин, сун, цагин, я не вижу твоих комментариев. Может что-то произошло? Да я зиму устал комментарий. Давай сейчас проверим. Может тебя не блокируют? Инсгу что? Вопрос. Так все видно, да. Вітаю всіх людей вільних та в полоні. Вітаю, Иван. Так. Переможем, то КГБ зникне, бо не буде на кого працювати. Дай Бог. Цагон. Сейчас. Инсгосун. Инсгоде. Я написал го. Инсгой, ты можешь писать про Коран, но это Гой, го мустан. Цагон, го. Цаго бош, дега го. Шаде го. Хала язи нега гуинда. Солнца, мечаю. Эгригор укоз массанавег. Агушвац. Так.
связи полный текст Мацаиша. Дерюш мустахагу шамяц. Хамелгу что комментарий сунгушук. Ха-ха-ха, они думают, что при наступлении ВСУ будут пользоваться электропередачами и железнодорожными ветвями. Донбассенок, это просто прикол. Это как бы русских призывают взрывать самим. Это украинская смекалка просто. Это просто прикол. Аслан, можно ли верить и доверять в iFond? Я не знаю, кто является в настоящее время в этом айфонде полностью, но как в целом доверять абсолютно нельзя этому айфонду, потому что эти люди связаны с тем же Тумсо Абдурахмановым, который работает на российскую разведку. И есть еще много моментов, которые я выкладывал, сейчас полностью не буду об этом перечислять. Но то фактически этот канал и этот Вайфонд, который у них есть YouTube канал, был, я не знаю, давно не следил за этим. И там, может быть, есть нормальные, порядочные ребята, которые подтянулись. Но Вайфонду и этому Мансуру Садулаеву верить абсолютно 100% как независимому человеку нельзя. Вот это я могу сказать со всей ответственностью. Так, Аслан, неужели белгородский мультик «План Б»? Я не знаю, Мустан, не знаю. Самому интересно, Гувардуцуна. О связи полный текст Мацаиша. Полный текст Сунгушяцуна. Мустан. Так, завтра наш профессиональный праздник, день морской пехоты. Ты морской пехотинец у нас, Иван. Так, завтра, я тебя заранее на завтра поздравляю. Так, Украина готова помочь дипломатическому урегулированию ситуации в БНР, Белгородской Народной Республики. Наша общая цель – прекратить геноцид народа БНР со стороны фашистского московского режима. Военные, берите власть в свои руки. Остап Бендер, абсолютно вас поддерживаю. Полностью, Остап. Аслан, бери, меняется в лучшую сторону. Правда, уходят наружу. Недолго играла музыка. Русская матушка Россия пришла конец. Империя, да будет мир, свобода людям и живичке, да поможет тебе. Амин, дейрисхуд, амин. Нам с вами будет проще договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов. Остап, я полностью согласен. БНР, выходите из состава фашистской России, спасайтесь с нее. Они ожидали контрнаступления в Мариупольском направлении, а получили пинка в Белгороде. И это только начало, Хамзат. Их будут как щенков сейчас, как на шахматной доске разыгрывать. То там, то тут, то там, то тут. Слава ЗСУ, Дион. План Б, аль полный текст цего. Цего. Свобода. О связи полный текст Мацаиша. Был, потом идет Яц, твой вопрос. Асан, неужели белгородский мультик План Б? Вот, из Гисун, План Б, аль полный текст цего. Все, больше я ничего не вижу от тебя, Мустан. Все, я больше ничего не вижу. Давай я сейчас попробую войти с другого аккаунта. Может, в этом дело? Хотя я сомневаюсь. Мука идет здесь стрим, чтобы самому со своего же аккаунта посмотреть. Наверное, так можно увидеть. Вот и проблема была. Нет, отсюда нельзя.
Короче, не получается у меня. Бехма был. Ладно, пойдемте дальше. Тебе не кажется, что инцидент в Белгороде был нужен Кремлю, чтобы затмить ситуацию в Грузии на информационном поле? Я про то, что РФ начал операцию по политической оккупации Грузии. Ночи я не знаю, если честно. Буду честен, я не знаю. Потому что я сейчас сегодня, вчера там пишутся один текст я писал, сегодня столько написал и абсолютно это оказалось непригодно то, что я написал. Ну что-то может оставиться там, в основном большая часть непригодна, хотя я потратил много времени на это. Поэтому я не следил за всем этим, если честно. Я не знаю, какая там ситуация в Грузии. Я целиком полностью с грузинским народом. Но я вот все детали не знаю, если честно. Что там происходит, да? Так. План Б, полный текст ЦГО и ЦГО. И вот и проблема. Вот, может, ты просто много написал и с этим связано. Просто большой текст не пропустил, может, не пропускает. Может, тебе нужно кусками выложить это все. Так. Вчера Грузия возобновила полеты РФ. Да, это я слышал. Но позор, я могу сказать. Позор грузинским авиалиниям, которые возобновили. Ну, мы знаем, что в Грузии, как и в чеченском обществе, много агентуры КГБшной, советской. И нужно проводить эту иллюстрацию. Это большая работа, которую нужно проводить. И в Украине, и в Чечении, и везде, где есть КГБ СССР, это нужно, конечно, работать. Так, марш года 2 назад пропустила 3, а так нет, по-моему, стара маршо. Года 2 назад пропустила 3/4. Баннер будет свободный. Так, стараюсь не нарушать марш. А леди, ты с Маршу общаешься? А почему я не вижу, вот, что тебе пишет Маршу? А может, там раньше писал? Наверное, у вас тут переписка. Там идут демонстрации. Демонстрации видел. Я просто не вникал ночью во все это. Вот в чем вопрос. Народ Грузии недоволен. Я знаю, народ Грузии должен стать нормальным, свободным народом, каким он был и остается. Но пока есть там разные вот эти олигархи, я думаю, будет проблемно. Нужна иллюстрация. Закон иллюстрации нужен. Однозначно и 100%. Другого выбора нет. Другой альтернативы нет. Другой альтернативы нет. Чат тормозит. Так, ну. Извините. Короче, здесь русские уже пишут. Белгород ерунда, говорит, но Воронеж им не взять. Короче, украинцев провоцируют и на Воронеж теперь. А я вообще давно призываю уже брать
Москву. Aslan Vaydalan çoğaşı şaşlık ya maçduel. Dal mula okşara vurduk ve ya maksimum yukşara. Du maksimum preşara. Dal mula kest vurdушun самогат дилаш. Дел деш макеш чдуар. Ой, главное нам надо выжить и сохраниться. Заделайте все трещины в Смотри, что говорят. коробках, зашпаклюйте Сиди дома. щели в оконных Алло, рамах слышишь? и проемах. Пока не выходи, Закройте алло, не отдушины, выходи на улицу. дымоходы и другие отверстия. При этом целесообразно использовать Слышите, радио. липкую полимерную ленту. Щели в местах прилегания двери к дверной коробке можно заделать прокладками из резины, поролона или Едут другого. двое мужчин. Закройтесь в своей Едут двое мужчин в машине в Белгородской области. Послушайте, о чем говорят по радио. домах. Для повышения герметичности Походу, что-то помещения ёбнуло. заделайте все трещины в Смотри, что говорят. коробках, зашпаклюйте Сиди дома. щели в оконных Алло, рамах слышишь? и проемах. Пока не выходи, Закройте алло, не отдушины, выходи на улицу. дымоходы и другие отверстия. При этом целесообразно использовать липкую полимерную ленту. Щели в местах прилегания двери к дверной коробке можно заделать прокладками из резины, поролона или другого. Закройте. Ну, короче, грустно все у них. Грустно, а нам Да. радостно. Не всегда же на нас должно все, да, сваливаться. И все, что не происходит, всегда так, как нужно. И только к лучшему. Как сказал Михаил Булгаков. Так, давайте посмотрим, что вы мне пишете в ТикТок. Сейчас я постараюсь. Сейчас я так переключусь, чтобы найти свой стрим. Так, почитаем. Здравствуйте, здравствуйте, Александра, здравствуйте. А сам Машу про твои эфиры спрашивал, типа я не пропускаю. Да, леди, ты не пропускаешь, это правда. И надо освободить Саакашвили, лишь он справится с грузинской мафией. Ну, может быть, да. Ладно, Сань, слишком долго ведутся свои мысли на Эрвусу, Маш Мокш, Ойшу, Масу, Лериса, Маш Ойл, Адиквель, Нохчу. Салам всем свободным людям, салам Асан. Салам, Эд, витаю тебя. Всего сам понял, так точно сейчас избавятся от своего бедного населения. Ну, посмотрим, посмотрим. Ваше мнение по ситуации в Белгороде. Я не знаю, как оценивать это. Я считаю, что все, что вредно фашистской власти, фашистской России, это полезно. Какие цели преследуют, кто там к чему идет, какие это люди,
это должно решать СБУ, ГУР и так далее. Потому что поэтому я не могу сейчас дать такую оценку. А так, если это делается для того, чтобы Украина победила, то я за. Но я не верю русским. Русским воякам я не верю. И пусть на меня не обижаются те россиянским воякам, я имею в виду, которые входят в вот эти добровольческие вот эти группы или там батальоны, там кто у них там. Не верю Пономареву, который с ними контачит. Я не верю Гудкову, Фейкину и другим товарищам. И если реально там вот эти россияне, русские, которые воюют, они искренне в своих, все, у меня никаких к ним вопросов, претензий нет. Как-то так. Они хотят приграничные территории сделать зонами КТО. Но так и будет, скорее всего, Садула. Скорее всего, так и будет. Потихонечку, потихонечку Украина будет их додавливать, выдавливать. И Украина станет очень в военном плане и в политическом плане очень мощным таким государством. Главное, знаете, еще и в самом начале, когда вот эта операция широкомасштабная, специальная военная операция, так называемая, когда она началась, я сказал, что вначале я не мог поверить, во-первых, что они нападут. Не может быть Путин самоубийцей, это же невозможно. Видимо, какие-то обстоятельства там были, которые я не знаю, и вынудили его пойти на этот шаг. И затем я сказал, что если украинцы, вы победите, это бесспорно, вам помогают американцы, англичане, они за последние 100 лет никогда никому не проигрывали. И везде, куда они приходят, они всегда добиваются в плюсе и в выигрыше получается. И если вы после того, как вы победите, я, конечно, забежал вперед, я про свою проблему рассказал, про чеченскую проблему. Это гордыня, которая появилась у чеченцев. И это очень страшное оружие. Это медные трубы. Огонь и воду мы прошли, а вот медные трубы некоторые наши реально заслуженные люди, некоторые не справились до конца с этой напастью. И я тогда сказал, что вот медные трубы и украинцам вам предстоит пройти. Еще огонь и воду вы не прошли, но уже и медные трубы, надо думать о них. И они есть уже для украинцев, и они будут, эти медные трубы. Это возвышение украинского воина, украинской нации. Мы отдаем честь всему тому, что делает сейчас украинский народ. И, соответственно, потом будут лавры. Но это очень опасная вещь, эти лавры, я вам скажу. Поэтому я надеюсь, хватит мудрости и опыта не повторить, и в том числе и наших ошибок. Если так все будет отлично. Все будет Украина. Так. И развернуть, они хотят приграничные территории сделать зонами КТО и развернуть там народное ополчение по типу теробороны. Навряд ли они осмелятся раздать оружие местному населению. Я на самом деле, Садула, я бы раздал бы. Почему не раздать? Почему бы и нет? Мы стоим на пороге грандиознейших событий, изменения всего мира, политического мироустройства, архитектуры безопасности. Вообще это колоссальные просто. Даже интересно, как это будет все происходить. Мы стоим на пороге, мы уже находимся в этом процессе изменения мира. Очень интересно. Каждый день интересно, интересно и интересно. Очень. Так, есть какие-нибудь новости от чеченских батальонов, планы на будущее, определенная цель по развитию военных действий? Марат, это не ко мне, я не знаю. Я не знаю. Асна, ты знаешь что-нибудь про случай с этим Ясином Халидовым? Имелют есть Ясин Халидов. Рим Цахасо.
Вы кто по нации? Я чеченец, Марина, я чеченец. Моли начали говорить, украинская война это знамение Мехди. Моли. Вообще знамение, вообще любая война, конечно, это колоссальная трагедия. Украинцам придется не только пережить лавры, фанфары, победу, слава Богу, что это будет. Можно было бы, как много раз было в истории, проиграть войну и пережить геноцид, и ассимиляцию, русификацию и так далее. Но также украинцам придется и свою боль, и горе пережить. Потому что для кого-то будут фанфары, а для кого-то будет пустой дом, могила на кладбище, для родственников пустой дом, где нет отца, где нет сына. Это колоссальный удар. И это все делает Россия. Это все делает террористическая банда ФСБ и ГРУ. Вот кто это делает. Они это делают не в первый раз по отношению ни к украинцам, ни к другим. Это посмотрим. Может, он про видео, которое ты закинул про Халитова. Но Ясин Ерцин, Ясин Мавацари, по-моему. Может, он про другого Халидова имеет в виду, а не Халитова. Но так я нет. Если про этого ты говоришь, я это не знаю. Кадыровец, который контактировал с Адатом и давал им информацию о преступлениях кадыровцев, взамен, чтобы ему предоставили убежище, но потом его задержали на границе в Омске. Садула, я ничего не знаю по этому поводу, абсолютно ничего. Сунцаха, этот Ясин Халидов для меня вот новое имя, которое ты произносишь. Я могу сказать, что все, кто связывается с этими Адатами, с Вайфондами, с Тумсо Абдурахманом, с этим Халитовым, который в Турции сейчас пропал, не видно его на горизонте, и некоторыми другими блогерами, эти люди могут пострадать. Не верьте этим людям. Они не делают того, что вы от них ожидаете. Это люди вчера работали, там, как-то коммуницировали с этой властью, с фашистской оккупационной властью. Так. Царь из Эйду аль-Аздагдоон. И мяди рубош. Таги. Это так обычно делается. Сейчас смотрите, вот радикальные там разные элементы, которые меня за то, что я говорил демократ, ну как любой чеченец, я демократ, меня там оскорбляли, выводили из ислама и так далее. Сейчас уже начали писать, что нет, ну ислам это же демократический. Даже, вот у меня здесь один подписчик, там чей-то комментарий, какого-то там, по-моему, дагестанца закинул, говорит, что даже ислам больше демократичен, чем чеченские законы. Чеченцы, которые по сути своей демократы, по скрепе своей, как говорится, теперь уже они не демократы. Теперь вот эти радикальные исламисты будут большими демократами. Потом появятся Махди. Ну вот, я не знаю здесь, как к этому всему относиться. Все комментировать тоже нет никакого смысла. Кто-то там что-то сказал и так сделал. Но давайте будем делать так. Политика отдельно, религия отдельно. Только так мы добьемся какого-то успеха в продвижении чего-то. Если мы будем примешивать к политике чистую, святую, незапятнанную, божественную силу, неважно, христианская это будет, иудейская или мусульманская, или какая-либо другая, мы ни к чему не придем. Мы только разобщимся. Потому что в исламе огромное количество течений, которые не могут найти 1400 лет общий язык. В христианстве
такое же количество этих течений, там, разборок там, и так далее, и так далее. Поэтому нам политика это грязная, сложная, лицемерная, очень такая лживая вещь. Не всегда, не у всех, у кого-то больше, у кого-то меньше, но это все присутствует. И религия это совсем другое. И сейчас нам будут навязывать всячески, навязывать. Вот сейчас Махди, сейчас он в Сирию он должен был прийти, в Дамаске, потом в Алеппо, потом в святом городе, еще каком-то там. Каждый город, который окружал асадовские войска, и вот только его должны были стереть с лица земли, вот там должен был появиться Махди, там какой-то священные какие-то вещи происходить. И после того, как стирался этот город с лица земли, после этого все забывали про то, что говорили вчера. Поэтому хватит уже в эти нам пропаганду эту нам навязывать. Так, давайте дальше. Кадыровец, который контактирует с Адой, давал им информацию о преступлениях кадыровцев взамен, чтобы ему представить. Так. На основании этих данных они сняли свой разоблачающий видеоролик «Федеральный терроризм». Но я не видел это, Садулла. Я не слежу, если честно, ребят. Я не слежу за ними. Казахстанцы ответили Кадырову, когда Кадыров сказал, что Россия спасла Казахстан. Твое мнение? Я видел этот ответ одного казахстанца, который сказал, что типа ты не забывай, Рамзан, твой отец, по-моему, там родился в Казахстане, мы ТАСС приняли там и так далее, и так далее. И я больше ничего не видел по этому поводу. Вот я бы этому казахстанцу вот этому ответил бы, который так сказал. Во-первых, не приняли. Насильно отправили, и первые 3-4 года вымирали все с голоду просто. Массово мерли. Я ни в чем никого не обвиняю. Запугивали, что мы людоеды и так далее, и так далее. Хотя, наверное, были здравые казахи, которые знали, что чеченцы не людоеды. Поэтому вот это мне не понравилось. Больше я про этот случай не интересовался, что там Кадыров сказал, что там Назарбаев сказал, или другой кто-то там. Мне как-то... Главное, чтобы казахстанский народ был свободным и избавился от КГБ Казахской ССР. Вот что важно. Это будет безопасно и для казахов, и для всего мира. Так, я одно заметил. ГБшники активнее всего работают именно в Чечне по сравнению с другими кавказскими республиками, как почти каждый день похищения. Конечно, Садулла, мы являемся главными врагами русского народа, главными врагами КГБ и ФСБ, ГРУ, вот этих организаций, этих учреждений. И они всегда нас уничтожали. Это не сейчас началось, это было всегда. И они продолжают это делать. По инерции, по привычке и так далее, и так далее. И поэтому мы должны будем спросить с них. Именно мы должны будем первые просить, требовать трибунала над ними. Ассаламу алейкум, Асан. Аят Дигов стримится своими исламистами. Разве этим он их не очеловечивает? Это, например, как Невзоров, Шендерович и так далее очеловечивали путинскую власть. Лайрамца. Ва алейкум ассалам, Абу Гугл ибн Айос. Нет, конечно же. Знаете, нам нужно не разделяться, а объединяться. Я вчера смотрел, как раз ты затронул эту тему, вчера я слушал Чеченскую демократическую партию, и там Тойзан, Ибраим, там еще кто-то высказывает свое мнение по поводу Аяда, что вот он там общается, тут общается. Политик должен общаться. Политик должен общаться, и когда, например, мы были радикальных взглядов, подвержены пропаганде, Аят Адигов стоял на той же конституции, которую сейчас мы для себя открыли. Ну, я имею в виду в общем. И Чеченская демократическая партия, как и государство, может существовать, если есть у нас правительство. Если Ахмед Закаев
является имитатором деятельности политической, правительственной, государственной деятельности, который пытается узурпировать нашу власть, то мы должны предложить другую альтернативу и миру, и для самих себя. И другой альтернативой является президиум правительства в лице Аяда Эдигова. Хорошо, он меня часто пытаются, чтобы я сказал, плохо они работают или хорошо работают. Я хочу сказать, мы все плохо работаем. И я плохо работаю, и Чеченская демократическая партия плохо работает. И все работают плохо. Некоторые вообще не работают. Если бы мы не работали плохо, у нас бы так плачевно все не было бы. Хотя могло быть и хуже, на самом-то деле. Поэтому, если же мы поддерживаем, я Аяда Эдигова поддерживаю, признаю его президиум правительства, не потому что Аяд Эдигов там хороший человек и он мне симпатичен, а потому что это единственное легитимное, независимое, никак не коллаборационирующая с русскими, не получающая от русских денег власть. И Чеченская демократическая партия не является властью, а только объединением молодых ребят или не очень молодых ребят во главе с Хусейном Исхановым, депутатом. Но он тоже не является властью, он только часть власти. Хусейн Исханов, как-то легитимный депутат нашего парламента, который тоже стоит на принципах свободы, независимости и так далее, и так далее. Поэтому кто-то, если там общается с исламистами, кто-то, если общается там с каратистами, это не значит, что все, этот человек, все его выписываем. Вы просто задумайтесь. Когда мы все поддерживали радикальную вот эту течение, некоторые с оружием в руках поддерживали, участвовали в этих джамаатах, там, третьем, десятом. Аяд Эдигов всегда был на том, на ком он сейчас находится, на той позиции имеется в виду. Вот. И вот эта позиция, нужно понимать, что у нас будут и радикальные будут, и преступники будут, и просто отличающих от взглядов люди будут. Это есть плюрализм мнений. И все мы должны иметь право на точку зрения. И эти исламисты, так называемые, потому что всех под исламисты записывать тоже не надо. Есть люди, которые имеют те или те взгляды. Мы должны аккуратно в этом разобраться. Исламист — это тот, который другую форму не приемлет и готов нас за это уничтожить. Вот это крайняя форма, это такая радикальная форма. Конечно, этот человек, с ним надо разговаривать, даже с террористом, захватившим заложником, ведут переговоры, чтобы он освободил. А это наши граждане, которые, может быть, кто-то поймет, что то, что Аяд, хотя мне кажется, что это немного пользы, моя позиция, мое мнение по этому поводу. Мне кажется, немного пользы от общения. Я один раз зашел в Телеграм и послушал, как они насколько они уважительно относятся к человеку, который намного старше них, как они вообще разговаривают и так далее. В этом плане я не вижу особой продуктивности в том, что с ними общение происходит. Но я опытный политик, человек, политик, вот само слово, и тоже очень большое значение имеет. В отличие от нас, которые являемся рядовыми гражданами. И если Чеченская демократическая партия так назвалась, как партия демократическая, чеченская, то она должна иметь законную базу. А законная база она будет, если она признается чеченским государством, чеченской властью, то есть. Если нет Ахмеда Закаева, кто является чеченской властью? Вот вопрос. Если не признается Аяд Эдигов, президиум правительства не признается, ну в таком случае нет Чеченской демократической партии. Не бывает такого, что нет государства, а есть партия. Есть объединение людей, партийное, там какое-то межфракционное какое-то там даже разъединение.
по взглядам, по убеждениям. Но если как государство, мы же государство строим, правильно? Мы же есть государственники, мы же есть граждане определенной страны, чеченской страны. Мы должны вот в этом исходить. А то, что общается, вот как-то так я это вижу. Вот как-то так. Так. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Асан, твое мнение, почему предки чеченцев не расширяли свои территории, как это делала Грузия или Казахстан? Наверное, ты знаешь, что ты задаешь этот вопрос. Мы никогда не были имперцами, завоевателями. Наверное, в этом дело. Асан, в последнем стриме ЧДП полностью отрекся от тебя. Да? Я вот этого не слышал, что от меня кто-то отрекался. Они мне не присягали, чтобы от меня отрекаться. Поэтому это я не слышал. Я слышал, вот там мне прислал Хамзат ссылку и время, я послушал вот с этого времени. Там речь шла об Аяде и Дигове, там про меня тоже говорили какие-то вещи. Ну, каждый имеет право на свое мнение, да. Так. Когда русистов застаешь врасплох, то они начинают визжать, моля о пощаде, как это было в августе, в Грозном 6 августа 96-го. А сам последний стриме ЧДП полностью отрекся от тебя, от Эдигова, за его игры с джамаатчиками и назвали тебя гибким. Как ты думаешь, вы разделитесь? Я не знаю, что ты подразумеваешь под словом гибкий, но я, наверное, не меньше получаю оскорблений, там, угроз со стороны вот тех так называемых радикалов, с которыми они воюют. Вот они взяли вот это направление и воюют в этом направлении. Единственное, я могу сказать, что я знаю, что большая часть этих людей, ну, которых я знаю, они независимые. Это самое главное. Заблуждаться, ошибаться, они и раньше заблуждались, и могут и сейчас заблуждаться. И свою позицию они подкорректируют, так или иначе. Наверное, это тоже их право. От меня отрекаться, я не знаю, я не состою в партии, Чеченской демократической партии, поэтому отрекаться не надо. Лично мне никто не звонил и никто не говорил, что я с тобой больше не вожусь и отрекаюсь от тебя. Несмотря на то, что меня оскорбляют, я считаю, что я не могу поддаться на российскую вот эту пропаганду и стать в конфронтацию с теми полезными идиотами, мерзавцами, которые меня могут оскорблять там за мои взгляды какие-то. Потому что я разделяю с ними одно государство и одни ценности. А то, что кто-то пока чего-то не понимает, но я за эти 4 года, как начал вести эти стримы, уже убедился много раз, что люди не понимают, но потом все-таки приходят к тому. Как и сам ошибался, и потом приходил к какому-то определенному моменту. Враг – террористическая банда ФСБ и ГРУ. Других врагов у нас нету ни снаружи, ни внутри. С остальными можно договариваться. Все. На основе чеченской конституции, демократической, правовой и так далее, и так далее. Это то, что у нас имеется. Если кто-то посчитает, что он хочет изменить конституцию, он должен собрать всех людей, объяснить этим людям, провести референдум и уже внести изменения в эту конституцию на законных основах. По-другому конституция меняться не будет. А я имею в виду основные там моменты. А там что-то дописывать, что-то там менять, что полномочия парламента, это может делать и парламент. А так это должно быть всеобщее голосование народа. Вот как-то так.
исламист-невежда может иметь право на разъяснение и наказание. Так. У них национальная традиция прощения просить. Да, да. Абу Google Питан Хун Тюс Питан Тюшуй, Чечня, Россия. Но у них ничего не получится, Чечня, не Россия. Можешь не волновайся, да. Так, Абу Google, это не совсем так было. Они не отрекались от Аслана. Вот, появляется. Аслан женат или нет? Нет, дикая. С моей деятельностью я никому не нужен, да он. Опять этот БНР ФСБшный устроил спектакль. Да? Ну, я не знаю, Даник Пьяно, не знаю, кто там. Аслан, Чечня без России никак, никто, твое мнение, такое мнение есть в народе. Соцсакрита. Aslında Behmobil за вопросы лером ста проблемят вопрос долгу дельдой. Так. Aslında Behmobil запытай. Адам, вы еще удобрятся. Аслан, когда будет дебаты в прямом эфире с Тузиком? После детектора лжи в прямом эфире. Вот тогда будут дебаты. А так уже не, это уже пройденный материал, да он. Использованный материал. Асан, кто тебя оскорбил? Значит, оскорбил твоего брата. Адам польский, знаю. Асан, красавец. Асан, мата, береги, храни. Бам, право, бам, слева, да. Так, Асан, пить можно? Что пить, Руслан? Удер, кучу, обовый, царь, люш, царь, чубуал, хон, люш, иштуанюк, и пить наш деш, лилш, бу. Вайнюк, и царь, дирам, да, Чечня, не Россия, щек, там, она. Да, муа. Уже нет, леди, уже нет. Уже давно нет, да он. У тебя запоздала информация, леди. Так. Различки-то сорвал тиктоки. Мегарду, реально, я работаю, из Эйду Аздагдуя, моль. Так. Лицемерич, о, его, но это как раз убедительно, точно, на 100%. Ох, шубах. Рамзан Курси, так, ассаламу алейкум, ассалам. Ты кто, бо, Ичкерис? Ассаламу алейкум. Ичкерия, Берлин 95, да. Ну, Ичкерия, как у тебя получается Ичкерия и Берлин 95? Ичкерия и российский номер 95, это как-то не уживаются, да. Что-то не в порядке, да. Так, мы уже 2 часа в эфире, друзья. Я, наверное, закончу. Так, можно вызвать Идиго в ЧДП? Почему нет? Мне кажется, Ибраим Никархо общался с Идиговым. Я тоже раньше с Идиговым общался. Ну вот, как было верно сказано, я через глаза Хусейна видел, Ибраим, как говорил, видел всю вот эту закаевскую обстановку. Конечно, можно позвать. И все. Я Дидиго свободный человек. Если я ему сказал поддерживаю, это не значит, что я как-то могу влиять на этого человека. Я его знаю столько же, сколько знаю всех остальных. И влияю на него столько же, сколько влияю на всех остальных. То есть никак не влияю. Поэтому сам можно написать, позвать и пообщаться. Қитарсо, Адам, қитарсо. Қитарсо. Аят саума цучу қайқуаш үйшуат. Шачу вальчан мәшу терчат. Так, ясно.
Ну, вы в любом случае, давайте, друзья, все и Чеченская демократическая партия, и не Чеченская демократическая партия, все остальные, и те, кто там приверженец там каких-то там шариатских форм правления, другие третьи, если вы независимые, если вы честны, конечно, на чеченском нужно нам это еще обсуждать и обсуждать, но раз на русском тоже хочу сказать, давайте будем думать головой и уважительно друг к другу относиться. У каждого есть мнение, у каждого есть видение. Да, среди нас есть провокаторы, есть реальные клинические идиоты, вот, бесспорно такие тоже есть, которые не работают ни на какую разведку, но они хуже всех разведок вместе взятых. До того у них клинические просто отупение идет полностью. Но при всем при этом не все такие, далеко не все такие. Все переживают за свой народ, любят свой народ, думают о нем. И, ну, по крайней мере, знают, что такое рациональность, что можно сделать для того, чтобы мы могли выйти из этой сложной ситуации. Поэтому нам постараться личные обиды отодвинуть в сторону, личные там оскорбления. Я знаю, что меня многие ненавидят, просто ненавидят, очень сильно. Я абсолютно по этому поводу не комплексую. Также есть друг друга ненавидят, оскорбляют, такие вещи говорят. И нормальные, не то, что там мужчина не будет такие вещи говорить, да, который не скажет в лицо, или если скажет, там, это будет там побоище и так далее. Но здесь анонимно спрятавшись, там разные, ну, мы знаем, как легко, да, в интернете быть, оскорбить человека и так далее, и так далее. Поэтому как-то так, давайте не будем все эти вещи, друзья, смешивать свое личное, свое там это. Потихонечку мы должны, хотим мы этого или нет, правительство, президиум правительства, когда будет переходный или там переходный период нашего времени, мы все должны будем объединиться. Все сесть за стол переговоров мы должны будем. Все, кто стоит на нашей Конституции 92 года и не отказывать нам в праве быть нормальным, цивилизованным субъектом международного права. Мы же этого добиваемся, правильно? Без этого у нас ничего не будет. Поэтому мы должны будем сесть все за стол переговоров. Точнее, тот, кто занимается политикой, они должны будут сесть. А мы, общественники, правозащитники, мы должны будем поддерживать и так далее, и так далее. И желать им удачи во всех их начинаниях. Да? Я к тебе вопросом. Ты меня не игнорь. Хорошо, не игнорю. Я на стороне ЧРИ. Но, брата, если это для вас, то скажи. А ты хочешь сказать, что 95 неприемлемо для Ичкерии? Я не просто это хочу сказать, я это утверждаю. 95 это номер, который на зоне в ГУЛАГ народов, в тюрьму народов, когда Чечню схватили, засунули и печать поставили. Помнишь, нацисты делали наколки детям, в том числе, на руках. Вот это и есть 95-й регион. Какое отношение это имеет к Ичкерии? Делай сам теперь выводы. Ассаламу алейкум, самокш, мекш, ва алейкум ассалам, никак, что дал бухаса. Ну все, базару нет, братан. Аллах, это была моя ошибка. Все, значит, ты независимый человек, если ты понял. Духчная ошибка, коли. Мы все не знаем, 95, удобно обозначить, что мы чеченцы, коротко, ясно. В интернете это удобно, я понимаю это. Но тем самым ты говоришь, что ты согласен с оккупацией. Вот это было хорошо, что ты независимый человек, и только независимый человек реагирует так, как ты. Потому что у многих прорусских разных блогеров, которые пишут вот эти комментарии на работе, которые сидят, в каждом отделе в полицейском, вот этом банд-отделе, у них есть свои люди, которые это пишут, у них там часто 95 появляется. И когда ты им говоришь, убери,
Они что угодно будут говорить, и даться дох, что ты. Ну, как-то так. Ну, вот не согласен, значит, 95 тебе стоит 2 секунды убрать просто. Тем более, Ичкерия там есть, этого достаточно. Больше меня так не оскорбляй. Договорились, больше не буду. Хотя я тебя и не оскорблял. Так, Конституция 92-го Аляч Мелул Чунсана Востук. Вот и Хуэгадек. И Кивайвари Антияц. Тогда вот сегодня мы зашли, оскорбили друг друга, что-то случилось. Мы за что оскорбили друг друга? За то, что там я очки ношу, а там у него там борода большая. За что? Нет. Мы оскорбили за то, что мы здесь хотим разобраться. Полезное что? Если мы оба независимы и оба хотим что-то сделать. Да, у нас противоположные взгляды, но мы хотим сделать. И если на Конституции, на нашей, это же не моя Конституция, не Чечня, не Россия Конституция. Это всего чеченского народа, это выбор чеченского народа. Это парламент, президент, это голосование всего народа. Это чаяние, это кровь, пот, слезы, миллионы, 400 тысяч лет осуждено у нас, 26 лет. Тысяч человек осуждено. На 400-390 я высчитывал в среднем, если по 15 лет давали. 400 тысяч лет нас осудили. Наши 26 тысяч человек. Это миллионы, десятки, сотни миллионов человека часов работы, умственных, физических, окопы, разгребания, раненые, перевязки. Войнхак это война народная. Вся нация трудилась. И это у нас, вот эта Конституция, она не моя, не Чечня, не Россия, не Хамзата Гилаева, не Дудаева. Это чеченская Конституция. Все, вот на это мы объединяемся, и у нас нет никаких вопросов. Все, вот держимся этого. Если от этого отказываешься, дай альтернативу, скажи альтернативу. Есть она, нету ее. Есть то, что альтернатива Дока объявил, но он объявил и Марат Кавказ как военное крыло, и воевал, и сражался. Тот, кто не сражался под Имарат Кавказ, сейчас не имеет никакого юридического основания говорить об этом государстве. Убежать там, как есть там муджахиды, мухаджиры. Так не бывает. Ты или мухаджир, или муджахид. Муджахид, мухаджир не бывает. Война закончилась, все, ты мухаджир. Раненый ты выехал, ты мухаджир. А если ты война идет, вот тогда ты муджахид. Ведешь информационную войну, ты муджахид. Не ведешь ее, сидишь где-то, то ты мухаджир. Как-то так. Ну, это так. Не обижайтесь на меня, да, я тоже могу иногда что-то ошибочно сказать и так далее. Вай цаш душун, вай цаночи кам душун. Вай независимо дала, раскше ахчнаше целил дешвай даца. Вай қис цахум дац, сам дац аница қис. Соцаум қис арваллават, соцаум үш арлават. Ю эдича, ца үш арлават. Волават, цахум дац, главное вай мешвай адахчане. И все. Дудаев, мы говорим, Дудаев был, да, был великий человек Дудаев. Спору нет. Но был бы Дудаев Дудаевым без того окружения, которое было у Дудаева. Никогда бы он не был. Он был бы советским генералом, талантливым человеком и все такое. Но не великим борцом за свободу, великим президентом в истории многих народов и так далее. Поэтому все, что мы сделаем, мы сами должны сделать. Каждый. Безвозмездно, не хотя себя ничего взамен. А что будет, то будет. Всевышний лучше знает. Мы предполагаем, он располагает. Так, а украинцы выдадут всех украинских наемников по первому требованию Ичкерии, который участвовал в 2 русско-чеченских войнах на стороне России и также творили геноцид, и как сами россиянцы. Я думаю, что, Амзат, это наша, конечно, обязанность требовать и добиваться этого. И если этот какой-нибудь
человек, который творил геноцид на стороне россиян, будет нами установлен, то я думаю, Украина выдаст там. Почему не выдаст? В соответствии с международным правом она будет обязана его выдать. Например, сейчас в Косово, да, мы все слышали про громкие судебные процессы над попыткой судебного процесса над Слободаном Милошевичем, суд над Ратком Младичем, другими сербскими террористами и военными преступниками. Но ведь сейчас судят и косовского командира, там, главного, я сейчас не помню его имени. Поэтому все должны будут отвечать. Все до единого за каждое преступление. А как это мы соберем материалы, это будет зависеть уже от наших правоохранительных органов. Поэтому и еще, как говорится, чеченский Моссад никто не отменял, как говорится. На этом я свой стрим заканчиваю. Спасибо, что вы смотрите. Спасибо, что вы поддерживаете меня. И, как говорится, слава Украине, все будет Ичкерия. Господи, все вместе, благослови Америку. Дай нам сил увидеть восходящее солнце свободы со стороны Украины. Hadi görmeseyre büyüste kalöl марш ойл. Марш büyüste kalöl. Всего самого хорошего, друзья. До свидания.